Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, и мы, как обычно, находимся в гастростудии уютной ресторана «Мусхая», но у нас сегодня необычный выпуск, у нас сегодня нету моего постоянного соведущего Семена Тарбахова, шефа ресторана «Мусхая», ну ничего страшного, иногда бывает и такая оказия, человек может быть в отпуске, но мы постараемся справиться без него, и ко мне сегодня в гости пришел Виктор Ли Фу. Виктор, приветствую! Привет. Я думаю, что многие знают этого человека. Он известный оператор, продюсер, режиссер, фотограф и, самое главное, он основатель творческой студии «Среда». Среда. Да. Виктор, в оперативном порядке хочу сказать, что спасибо, что ты так быстро согласился быть гостем моей передачи. Видишь, такая небольшая накладочка произошла. Тем не менее, у нас кулинарное ток-шоу, мы его таким образом называем, да. Чем ты к нам сегодня пришел? Традиционный вопрос, который я всегда задаю в самом начале. Сегодня я пришел, взял с собой кабачок. Да, он огромный. Да, ну, такой килограмм с лишним. No. Кабачок, яйца, мука, сметана, чеснок, зелень. Вот. Так, что это будет вместе? Это будет оладьи из кабачков. Очуметь. Так, ладно. Да, А почему именно это блюдо? Какая-то история, может быть, есть? Потому что это, когда я отдыхал вот, на югах, там у моего друга есть дом, дача. Да, у одногруппника. Я в Питере учился. Это вот меня пригласил, и там мама была друга, и вот она приготовила вот такие оладьи. И мне очень понравилось. Ну, в то время я еще там, придерживался правильного питания там. В то время? А почему сейчас нет? Потому что, жизнь такая. Иногда, переменчивая. Так. Иногда как бы следишь за питанием, иногда забываешь. Сейчас период, когда я забыл немножко. Немножко подзабыл, да. Давай начинать, да? И пока ты начинаешь, традиционный вопрос второй, который я всегда тоже гостям своим задаю. Рубрика называется «Как я дошел до жизни такой». Вот потихоньку начинай рассказывать, откуда ты родом, где ты, всего кого. Ну, то есть, до этого списка, который ты... Да. Почему это я список, поэтому и делаю. Ну и параллельно делай, а я буду стоять и слушать. Да, ну и телезрители, я думаю, будут слушать. Да. Сначала, ты можешь рассказать, что нужно сделать. Надо кабачки бывают такие, да, вот свежие. Кабачки бывают разные. Молодой кабачок и старый, да, вот, такой средний уже, по-моему, да. Поэтому надо... Я не разбираюсь. Корочку, я думаю, тут надо убрать. Пожалуйста, вот нож. Сразу вот эта мусорка стоит. Можешь сначала где-то вот так параллельно, да? Я, правда, как-то, не знаю, как вот огромный. Стругать надо, да? Корочку, да, как картошку. Сарганина получается? Смотрите, ребята. Балтурмаса нету, да, там? Мастурбала и балтурмаса нету. Да, кабачок, по-моему, действительно такой, молодой. На всякий случай корочку уберем. Правильно, это, по-моему, надо убирать. Чтобы нежнее было. Да, правильно. У меня жена тоже такое делает. Как строганина. Да, строганина. Кабачканина. Кабачканина, да. Ты рассказывай. Что рассказывать-то? Про себя. Где родился? Мне сейчас 30, сколько мне? 39, по-моему, да? Молодой. Да. Сейчас я руковожу студией «Среда», которую я сам и создал. Не, ты рассказывай вообще изначально. Изначально я сам родом из Нюрбы. Так. Поселок Нюрба. Я родился. Сейчас это город Нюрба, да? Да. Вот. Недавно они отмечали там в Нюрбе 25 лет городу. Когда я родился и жил там, это был поселок. Вот. Учился, получается, в Нюрбе? Да, первую школу закончил имени Степана Васильева. Вот. Учился там, 11 классов закончил. Потом меня отправили в Санкт-Петербург учиться. Да, а кто? Поступил я в Санкт-Петербургский государственный университет профсоюзов по специальности реклама, пиар. Я там когда учился, работал в этом, с 3-го курса начал фотографировать, увлекся. Когда как раз
цифровые фотоаппараты появились, Первые, вот такие да. уже нормальные. Мгм. Вот, и увлекся, начал фотографировать. С пленки зеркалки перешли постепенно на цифру. Ну, Да. на пленочный тоже пытался, то Мгм. есть, ну, потом уже это как бы мода перешла на цифровую. Сейчас, по-моему, на пленке только архаичные такие застарелые Ну, фотографы. Ну, кто эти, как хобби, да, Мгм, чисто, вот, мгм. ну, фанаты. могут. Энни Лейбовиц, по-моему, до сих пор Потому что фотографирует на пленку. это же надо это все распечатывать, Да. это где-то лаборатория нужна. Ну, Ну, в общем, тут отдельная тема. Ну да. Вот. И фотографировал я там, работал в одной организации, которая сейчас, по-моему, уже не работает. Geometria.ru Мгм. называлась. И это она освещала всякие эти клубные Пока сюда. мероприятия, события. Мгм. там Репортажные всякие съемки, да? Репортажные съемки, да. Мгм. Начинал как репортажник. Получается, и у меня вообще планы были оставаться там, В Питере. в Питере, да. Мгм. То есть я 5 лет там отучился, взял диплом и год прожил. Мгм. Вот. Ну, и возраст был такой, что 20, сколько мне там, 25, да, Мгм. когда пора. Ну вот я каждое лето приезжал сюда, в Якутию, в Нюрбу там, Мгм. и как-то встретил свою будущую жену. Мгм. Вот. И все, там все, планы все поменялись. Ну, Я ужасно влюбился. Куда деваться, да? Да, все уже. Как бы это против природы не попрешь. Любовь, морковь. Так, ладно. Мгм. Да, и планы поменялись. И Я планы решил остаться в Питере рухнули. И... вообще конкретно. Ага. Но я надеюсь, что ты ни о чем не жалеешь. Да нет, А, ну, так, Что нужно? терка. Терка? А вот она стоит у тебя. Порежу. Это все нужно натереть, да? Угу. Очень много. Получается, Ну, на большой, наверное. Давай да, сюда. давай сюда, конечно. Это мы уберем, это нам уже не нужно. ну, потом вот появились дети. Мгм. Первая дочка появилась, вторая дочка появилась. Ну и вот все это длится. Сейчас. Все хорошо. Все хорошо. Так. По работе. По работе. Как говорится, пришлось переехать в Якутск. Да, я приехал, я вообще работал этим же. Ну, я так, работой не брезгаю вообще. Мгм. Все что угодно. Ну, я такой. Ну, правильно, мы деревенские, это же нам что, как говорится, лишь бы платили. Ну да, и Иногда в так. то время молодой. Если как еще бы, и нравится, я то вообще приехал, связи нету, никого нету, да, и плюс как бы не брезгаю. Я вообще там сборщиком мебели даже работал, Мгм. потому что нравится. То есть я рассматривал работу не по престижности, Мгм. а по... Ну, я руками люблю работать тоже. Мгм. Ну, так вот, мебель собирать, ой, мне это как бы нравится. Мгм. Давай поработаем. Ну, в таких в нескольких местах тоже так работал. И параллельно, скорее всего, фотографией занимался. Это же хобби было. Да, ну, как бы, когда работаешь фотографом, тебе же надо имя иметь. То есть тебя Ну, должны да, знать. сначала ты работаешь на имя. Да. Ну, как в Как я многих приехал, областях. у меня имени не было. Тут эти мастодонты уже были. Там, Мгм. кто там, Леша Павлов, Мичевил, там еще. Леша Павлов. Да, вот они были уже там, работали. Но мне кажется, самый первый Валера Баев был. Валера, ну, он вообще как бы, Но я помню, в самом 90-х годах уже Валера. он Все говорили, в Валера. долларах получал. Да, Валера. Я думал, ну что за Валера человек Баев, такой? Потом да. познакомился, думаю, ну, И обыкновенный человек. я не успел с ним уже как-то. А, я в начале 90-х уже с ним познакомился. Мгм. Мгм. Вот. Так, собирал мебель. Да, собирал мебель. Полгода где-то. Так. Вот. Потом что-то, я даже не помню, как так. Мелкие заказы были. У меня жена же еще певица. Ага, Ее фоткал часто. ага. Потом эти социальные сети начали Появляться. сильно, да, развиваться. Интернет Потом- у всех появился. Да, на Слава богу. ЕКТ. на ЕКТ там галерея была, Да, фотогалерея своя. фотогалерея, там в дневниках тоже размещались. Это Внеш- с 2000-х Да, годов в уже. Внешке так. же не было интернета, то Да. есть тут локальная же была, то есть по Якутии чисто. Да. И вот там все И, размещались. да, и местные паблики очень популярные были. Ну, потому что- было легче на самом деле да, пробиться, Мгм, чем сейчас. мгм, Потому что сейчас-то конкуренции больше, мгм. площадок больше, да, и И у народ- всех айфоны. Как Да, назло, и айфоны, как назло. народ не избалованный был, да, получается. И, конечно, вот когда занимаешься, вот,
творчеством, всеми этими делами, ты хочешь не хочешь, там развиваешься, своя студия появляется. Вот. Долгое время я сидел там на Ленина с Димой Годзи. Был как, ну, он есть. Тоже неординарная личность, интересный парень. Вот. Ну, то есть начали появляться друзья по интересам, получается, да? Да, как бы. Ага. Ну и вот потом по части кино, ну фото, кино, да, там как бы это, ну как бы Что-то похожее. что-то, да, общее Вот есть. направление одно, но. И в студии же, когда там работаешь, постоянно приходят всякие разные личности, знакомства, вот. И как там, купил кинокамеру профессиональную, уже там, ну, оборудование, ну и пошло-поехало. Вот. И в кино. Первый фильм уже со Степой Бурдашевым снимали, у него тоже это первый фильм был. Вот. И у меня первый фильм был. Вот. Какой год это был? То ли 12, то ли 13 год. Уже. Да. То есть у Степы огромное желание было снимать кино, у меня тоже. Он как режиссер, я как оператор. Вот. Ну, и сняли фильм. Ну, очень даже успешно в то время. Трейлер такой красивый был. Народ пошел, всем понравилось. Спецэффекты. Даже поставили. Да, там, Да? Ну, в то время так очень интересно было тогда. Такие слоу-моушены снимали. Вот. И все это длится до сих пор. Сейчас тоже вот фильмы снимаем. Вот на НВК скоро, кстати, выйдет сериал. Да, мы этого коснемся, да, ну давай не перескакивать, извиняюсь, что я тебя перебиваю, да. Расскажи, сколько времени прошло, вот, ну вот ты фотограф в Питере 3 года, говоришь, проработал, да, сюда приехал, чуть-чуть какие-то заработки были, уже потом уже, скорее всего, мебель же забросил, правильно? Кого? Мебель, говорю, забросил, стал фотографом. Дома делаю. Да, уже основал свою студию. А сколько времени прошло, когда пришло осознание, что, ну вот, вы же основатели творческой студии, да, «Цвета»? Да. Сколько времени прошло, что, оказывается, ребята, надо вот это, да, вместе все это сделать? И как вообще пришло? Ну, то есть, это же не в один день такое. Сделай-ка я сегодня студию. Как к этому пришли? Как к этому пришел? Ну, надо было, потому что... Надо было. Конечно, Нет, нет, серьезно, надо не, было. не все же делают студию, да. Многие фотографы есть, многие есть операторы, сценаристы. Да, смотришь, там куча народу приходит, да, все творческие, там, кто-то звукач, кто-то там монтирует, кто-то там цветокоррекцию делает. И постоянно как бы этот в одном месте Ну, то есть, все как бы встречаются, скажем так, да. вот это кипело и накипело. Да, и заказы приходят, да, там, первое кино, второе кино, там, вот это, о, что-то в этом есть, надо это дальше развивать все это. Ну и всем все это нравится, то есть идейные ребята собираются, ну, таланты. Ну, то есть получилось как бы само собой. Да, можно Само так собой, сказать, да? Ну, то есть это не было конкретной целью, типа там, я 3 года, Бизнес-план, да, там. 3 Нет, года такого проработаю и обязательно сделаю студию. Нет, это такого не было. Это по ощущениям, да, Ну на вот, автомате. по наитию. Да, Слушай, а ты же еще и видеоролики, рекламные ролики снимал. да, Да. Коммерция. Как тебе помогло? На коммерции, да. Ну, то есть, вроде как бы хорошая визуализация, красивый ролик одно дело, да. Можно сказать, можно же красивый ролик просто имиджевый сделать для какой-нибудь компании, да. Как тебе помогало то, что ты профессиональный рекламщик? Ну, ты же реклама и пиар, а тут ты ролики снимаешь. Ну, то есть, как ты накладывал это? Да, по сути, никак, наверное. Да ладно? Или я даже не заметил. Но там обучаешься же. Я так думаю, вообще высшее образование, Ага. оно Держи тряпочку. по большей степени, вот особенно вот, ну, как у меня, например, да, там больше на самом деле большую роль играет знакомство с людьми. То есть не то, что там тебе на паре сидишь, да, там вот так-то, там психология, там туда-сюда, там рассказывают. Ну не это важно, а важно вот это комьюнити, да, где ты там, ну, разные люди собираются, ну, креативные, хорошо думающие. Вот. И как-то вот в общении ты развиваешься, даже как-то незаметно, наверное. А так то, что сказать вот именно вот какая-то теория, там какая-то пара, там вот,
мне помогло, я так не могу сказать. Нет, тогда Просто хорошо, вот общение, хорошо. общение Да-да-да. с интересными людьми, это получается, ты в кругу же общаешься с людьми, и вот ты сам становишься таким же. Тогда другой вопрос задам, да, перефразирую, скажем так. Насколько ты считаешь, вот твои ролики коммерчески успешны? Ну, допустим, задача стоит у компании от А до Б, заработать за определенный период с помощью этого рекламного ролика сколько-то денег. Ну, допустим, какую-то конкретную продукцию. Ну, Посткампейн там типа сделать. Ну, смотришь же, все равно анализ делаешь там по комментариям, по репостам, да, по вообще вот этим вот. Так и ветвается. И народ приходит, еще раз заказывает, второй вот, раз заказывает. повторный заказ. Соответственно, Да. Реклама имела успех. Они говорят, блин, Витя, класс, красавчик, Да. давай еще один снимем. Вот Да. это же самое классное ощущение, да, да. когда говорят, Как бы они нас блин, расходуют, но ребята, да потом вы это- молодцы вообще. После тебя я, прикинь, продажи в 3 раза увеличились. Давай еще один ролик забомбашим. Ну вот это вообще одно из самых классных ощущений, которые я когда как рекламщик испытывал. Ладно. Так, у нас натерто. Ты быстро справился, между прочим. Да, вот смотри, тут надо подождать, время надо. Чтобы она Бывает, сок да, вытек, да? если свежий кабачок, то сока много бывает. Мгм. А тут надо, вот, я не знаю, вот кабачок такой, ну, средненький был. Ну, я и средней сказал, свежести. он молодой, я его заметил, он такой Да, крепенький был. и тут я не знаю, когда как. Тут появляется сок, Ага, надо вылить этот сок. ага. Ну, чуть И- подождем, и- ничего страшного. У нас да. время есть. Мы можем даже паузу взять. Так, давайте дальше добавляем уже, Яйца. да. Яйца. Яйца, Ну, да. короче, начинаем готовить уже, собственно, тесто, да? Вот так. Так, пожалуйста. Кидаем. Сколько надо? А, Тоже на глаз. Ну, на 500 грамм, Угу. короче, ну, у нас килограмм же было, да? Я думаю, где-то 2-3. 2-3. Так. Это тоже без инструкции, да, вот как все на глаз, по ощущениям. Чувство. На чувство все. Все перемешивается. И, видимо, Перемешиваем. потом мука добавляется. А так, кстати, этот кабачок просто так тоже жарить прикольно. Ну да. Как раз вот осеннее настроение, когда урожай. Когда все свежее, да? Когда, да. Слушай, много ну кабачков. давай это, перепрыгивая тему, да, ты дома готовишь вообще? Дома бывает готовлю. Да? Раньше много готовил. Кто сейчас чаще что-то- готовит? Жена, конечно. Ага. Жена готовит, да. Но ты тоже бывает. Да, она очень По настроению. классно готовит, да. Я вот по настроению или по возможности. По возможности. Да? Есть у тебя фирменные блюда? В общем, мясное, наверное. Мясное. Всякие вот фирменные. Можно сказать, фирменные, когда мне нравится, когда жена готовит. Мне нравится голубцы. Да. Люблю голубцы. Вот. И бывает, вот, если жена хочет, чтобы я пораньше домой приехал, она готовит. Сегодня такой, в WhatsApp такой, сегодня голубцы. И ты такой, тык-тык-тык. Нет, фотографии. А, фотографии? Уже готов, да? Я уже все бросаю и так уже всё настраиваюсь на дом. Да. Так, ну я смотрю, ты муку тоже так, да? Ну да, так, чтобы по консистенции, да? Ага. Смотрю. И смотришь, как, Ну, чтобы- как должно получаться. Чтобы комочков, чтобы не было. Ну, хорошенечко надо перемешать. Ну, видишь, вот сок начал выходить не в тему. Ладно, смотрим. Побольше тогда муки. Ну, нормально, вот, нормально сами. Посмотрим. Еще. Нормально, не переживаем. Если даже комом, ничего страшного. Вот так вот, да, чтобы. На чувствах все надо. На делать. чувствах, да, на чувствах. Главное, когда готовишь, это же домашняя еда почему вкуснее? Потому что ты же на чувствах готовишь. Вот, ну, с душой, Капельку любви. да. Это все еда как бы чувствует. И получается вдвойне вкуснее. Вот. Сейчас вот мы готовим тоже с душой.
Насчет блюд еще раз. Один такой вопрос. Есть любимое у тебя блюдо, которое ты вообще... Вот, ну, голубцы ты сказал, да? Голубцы, да, люблю голубцы. Ну, паназиатская. Азиатская. Ну, азиатскую кухню, как бы, это каждый день не покушаешь, да? Да, она быстренько нам Какие-нибудь там надоест. удоны, да, там. Вот. Помню, один раз вот фильм снимали, Мгм. и на постпродакшене, когда это уже монтаж, да, там вот цветокоррекция делается, Мгм. спецэффекты, там ребята у меня в студии сидели. И я попросил Макса Захарова, у него там по доставке еда была. Он доставлял еду, и я попросил, чтобы он ребят кормил. И он там в течение месяца, по-моему, нам доставлял удон, ну как спонсор. Мгм. Удоны. Я ему говорю, кроме удонов ничего нету, что ли? А он там все время удон. Каждый день ребята вот, удон ели. И сейчас вот один парень, вот сейчас уже после этого Да. на удон даже не смотрит. А до этого это его любимая еда была. Ага. А после... Переел, Да, после, переел называется, да? после монтажа этого фильма он уже все. Как в фильме, да, говорит, утром яичница, днем яичница, вечером омлетки. Да. Насколько это, ну, нелюбимая еда была, если часто... А в первый день, кушаешь. как, наверное, было, о, удон! Прекрасно. Причем, ну, нормальный удон был, просто, Да, ну, ну. переели удона и все. Ну, Хорошего да. должно быть помаленьку. Да, нет, тоже бывает это на своем этом. Я думаю, все. Да. Это все? Да, я так, ну, можно посолить еще, наверное, да? Ну, я не знаю, пожалуйста. Это твое Давай блюдо. еще. Чуть-чуть. Так, Я влюблен. Опасно. ага. Я предлагаю уже начать разогревать это. Давай, я предлагаю Давай, тебе давай, сюда давай. взять, да? Это включить, это на почти максималочку. Миксируй. Это чуть-чуть прохереть. Она не слишком горячая. В студенчестве там много готовишь, много чего готовишь. Когда ну, в одного живешь, ну не в одного, а без родителей. Ну, в общаге, ну. Да, еще девушки нету, там, с друзьями. Кто-то готовит. Причем я в Питере учился, и там ребята были из разных городов Ага. России, да, и кто-то вот готовил. У меня там сосед по комнате у меня был еще этот кореец был, и он готовил такие корейские блюда. Ему Ой. да, отправляли кимчи, там М. всякие вот эти морепродукты отправляли, Мгм. а вот тоже готовили. Подождать надо, да? Да, чуть-чуть подождать. А, давай пока ждем, сделаем соус. Пожалуйста. Соус. Ну, вот сюда может. Вот сюда соус. Сметанку. Да, берем сметану, соус, вообще самый обычный. Так. Причем, знаешь как, вот у нас же натуральная сметана продается, да? Ложечку надо, да? Да, Сейчас ложечку. Для этого блюда именно вот такое вот подходит, да? подходит, такое, ну, с кислинкой, Мгм. магазинное такое. Не натуральное, которое наше, да, якутское там, Мгм. жирное там, а вот такое. Потому что первый раз я попробовал это блюдо с таким соусом, и оно у меня уже как-то ассоциируется вот с таким соусом. Берем чеснок. Ты будешь резать, давай я тебе чуть-чуть протру здесь. Оп. Ну и масло. О, уже сковородка у Короче, нас. помоги мне, да? А? Ну, поможешь пока. там, Да, это, да, я Пока я соус делаю. потихоньку помогаю. Побольше? Да, думаю, достаточно. Достаточно? Да, не надо. Ну, если надо будет, добавим. Так, сначала заготовочку из чеснока. А так, на самом деле, ну, непривычно, когда снимают. Я же обычно как бы вот с той стороны. Но по ту сторону баррикад. Да. Ну да. Стою, командую. Мгм. Там. Кто так работает? Да. А сейчас вот Как-то не- камера на меня направлена. Вот, Ага. и, Думаю, чуть-чуть неловко, да? да, аж руки трясутся. Ничего страшного, я тоже 17 лет находился по ту сторону, сейчас второй год почему-то здесь. Ну, А так периодически надо вот так работать. Да, на самом да, деле, ну, потому чтобы что ощущаешь. представлять себе, да, Чтоб потом что командовать. испытывают, да, люди, над которыми ты это, да?
Вопрос, наверное, банальный, который сейчас задам, да? Но задать его не могу. Не могу, да? Два творческих человека в семье. Вы уже давно вместе, да? Да. Как удается уживаться? Все-таки же считается, что творческий мир, люди не из мира сего, у них свои причуды. Ну, то есть все равно они окружены неким флером, да? Это необычные люди всегда считаются. Мгм. А у вас как получается? Как? Вы же вместе работаете еще, тем более. Клипы снимаете там, да? В чем секрет? Да, в чем секрет успеха? Ну, смотри, когда, например, мы с женой там что-то делаем совместное, да, Мгм. я ей как бы, ну, ультимативно говорю, что, короче, за руль стою я, и А, только я вот так и все. все, да. А, ничего себе. А Оля говорит, а все, лапкой кверху. Ну, потому что условия такие, если А, я берусь... либо и- так, либо все, баста, да? Да, все, короче. А, только ну. так. И, ну, у меня жена же умница, Так. все понимает. Комплимент, Ули. Да. И она как бы все понимает. Можешь как поле чудес Сразу. привет передать прямо. Да. Смотри, лайфхак. Вот когда чеснок, да, Ага, надо нарезать не вот так вот, да? да. Берешь, А вот так, вот. да. Ова! А, понял. Все. Ага. Все, и вот И так все, вот. да. Чуть вот так делаешь. Все. Все. Натерто практически. Еще раз, давай так. Она бывает так отлетает иногда. Ага. А тем временем у нас масло уже подходит. Это я к твоему сведению. Да? Ага. У нас соус почти готов. Соус почти готов. Давай, ты с этим Я справишься, думаю- а я уже... Нормально будет? Я думаю, да, давай вот это оставим что-то. Ну, давай. Я помешаю, а ты уже, по-моему, можно жарить уже. Знаешь, что еще? Так. А, зелень сюда. Зелень, знаешь как? Можно сюда добавить и сюда добавить. Сделай как. Давай и там, и там. Давай там и там. Потому что достаточно, да? Ага. Нарезали. Потому что сюда чуть-чуть, да, добавить, это будет красиво смотреться. Ну, да. А там тоже будет красиво смотреться. Вот этого, мне кажется, хватит сюда. Так, ой, Вот. Для колора, да? для колора. Да, чтобы- О, А это то, что осталось, не пропадать же добру. Так, ну и момент, который ты упомянул про новый сериал. Угу. Да. Про него на обязательно нужно НВК, сказать. Тем более он на НВК, На НВК, на нашем дружественном канале. по заказу НВК. По заказу. По заказу НВК. Сейчас же у них этот отдел открылся по сериалам прямо, Да. И они как бы ставку делают на интересные сериалы, Ну, на собственный контент. на собственный контент, Да. да. Вот. И вот по заказу НВК мы... А сейчас вообще это общая тенденция. Раньше же покупали там аргентинские, бразильские какие-то там сериалы, да? Да. А сейчас телеканалы сами для себя делают. большинство. местные, да. Да, И местные, вот да. мы со студией «Следа», то есть с нашей студией, взяли заказ Мгм. на съемки сериала. 8 серий будет. 8 серий. 8 серий. Мгм. А он уже готов? Он готов, уже акт подписан о сдаче, все. А, вы уже сдали и скоро в эфир тогда получается? Да, это уже в НВК уже решат. Когда? Да, Ну, то есть это еще непонятно. в сетку когда поставят, я не знаю, это уже они знают. Мгм. Так, да, все уже сделано, смонтировано, Мгм. покрашено, озвучено. Мгм. Вот. Чья идея, кто сценарист, кто снимал? Сценарий Иннокентий Ханды. Ага. Есть такой парень, веселый, очень такой. Веселый. Ну, То есть, скорее всего, сериал, соответственно, и веселый. Да, всесторонний такой этот развитый парень. Масло Вот, чуть-чуть добавить еще. И вот он написал сценарий, Мгм. то есть мы сидели, немножко так подумали, я ему вектор развития Мгм. подсказал, Мгм. и вот он как бы сходу все написал. Мгм. Вот. То есть это А. получается немножко такой комедийный, да, или какой? Ну, без Коми- спойлеров. Да. Без спойлеров, да. Максимально сколько ты можешь Да рассказать? там спойлеров нет, там же это, микро эти гэги же, в основном такие шуточки, и там Ага. спойлерить нельзя. Если даже я про спойлеры, все равно будет интересно смотреть. Ну, я говорю, без спойлеров, да. Сколько ты можешь рассказать, о чем сериал и все прочее. Ну, или про творческую группу. Режиссером был Иларион Яковлев, Мгм. Ларри, он здесь у Ларри. вас был. Да, Ларри был, Гостав. Яковлев. В гостях он был у вас.
Вот. Он летом рассказывал тоже немножко. И это его дебютная роль, как ну, снимать сериал. Вот. И вообще он недавно снял полнометражный фильм. Да, про это Вот. тоже рассказывал. Да, и можно сказать, это не то, что это тренировка, да, а тоже опыт для того, чтобы снимать такие серьезные фильмы. Уже что-то вот такое. Но он, я так показалось, мне он очень амбициозный парень. Да, ну, Вообще хорошо, он, хорошо. когда рассказал свою цель, я просто подумал, нифига, пацан, вообще Ну, классно. молодой, амбициозный, Да, как но. бы еще как бы жизненные эти. Да. не Как встречал. говорят в таких случаях, рога пока еще не пообломали. Ну, Ну, он классный парень. классный парень, да. Да. И вот у нас в главных ролях 4 персонажа. Мгм. Это РК, Эркан, Алексей Егоров. который тоже здесь был, который тоже мой корефан. Да, он тоже здесь был, да? Да. Да. Вот он выступал в качестве главного героя. Мгм. Потом Ялыч. Ялыч, не знаешь? Но компрендо, так, ладно. Ну, Ялыч, который этот блогер, Мгм. веселый парень. Так. Винокуров Аял его. Мгм. И как-то так получилось, что он в жизни Аял, да, и в сериале тоже Аял. А, Потом Дима Захаров, это актер театра Лумхо, мгм. профессиональный актер. Слушай, у нас масло уже горит, ты знаешь? Да? Давай, Да, короче, это. чуть-чуть, ага. А, вот Чуть-чуть. так прямо? Ну, потому что такой жидкий такой получился. А, нам нужно это, что-то вот так чик, Поворачивать нету, да? поворачивать у нас как-то это, мы не обзаботились. Да. Ну ничего, мы сейчас паузу возьмем, первую покажем, как это у нас все получается. Руками, блин. Да. И быстренько сгоняем. Ничего страшного. Вот такие пацанские получаются у нас, Ну, да. оладушки. Такие на раз. Один О. сел и готов. У меня жена, кстати, готовит котлеты, там, оладьи, у нее все время это такие маленькие, а у меня такие большие. Руки большие, Руки а у большие. нее маленькие руки. Ты любишь много кушать, видимо. Так, про сериал мы проговорили, про семью мы поговорили, про творческие планы. Творческие планы. Да, и потом будет самый сложный вопрос, который нужно будет очень сильно серьезное обдумывание. А нет, шучу. Творческий, ну, сериал, да, выход сериала. Мгм. Конечно, мы это ожидаем. Отзывы людей, резонанс какой-то, да? Ну, конечно, вот так, да? Да. Это же, а вдруг провалится, а вдруг вообще, а вдруг, ну, все равно для творческого человека же это процесс. Ну, от души работали ребята. Ну, Если ну. как бы они поймали... как бы, Сериал, как- кстати, на якутском же, да? На якутском. На да. якутском, На ага. якутском. Ну, там одна героиня есть, которая на русском говорит. Ну, типа такая Мгм. городская. Мгм. Вот. А все остальные на якутском говорят. Вот. И много персонажей там, знаменитостей наших, вот, да. Ну, то есть появляется тык-тык. Да, появляются там разные персонажи. Чего, ничего страшного. А, нет, все нормально. Напополам и все обратно. Да. Потом у меня, смотри, по творчеству, да, Ага. выходит фильм. Вообще классно. Ну, Ну, это не специально сделано. должен выйти, если успеется, то может осенью, то есть ну, почти зимой. Если не успеется, то весной. Фильм «Триптих». Триптих? «Триптих». Очуметь. То есть как из 3 историй состоит. Ага. Вот это 3 полнометражных фильма. Да. Ну, как картины же бывают триптихи. Ну. То есть картины это как бы вот, ну, вешают 3 картины. Триптих. Также кинокартина наша триптих. Мгм. Из 3 историй, которая переплетается одной историей. Мгм. То есть сюжет один. Алехандро Гонсалес Иньярриту, по-моему, что-то такое делал. Да, я- вот я что-то помню. такое было Ага. про любовь там. И еще Да. «Место под соснами», где там Райан Гослинг снимался. Тоже такая вот история. Вот, история про шамана, про урбанистичного шамана в наше время. Вот. И Кстати, их хватает в реальной жизни. да, Даже и сейчас. первая история про таксиста, который вот, ну, обычный парень, который, вот, ну, которых много, со своими проблемами бытовыми. Вот. Вторая история вот про шамана, и третья история про подростков на школе. И это все как бы объединяется одной историей. Вот.
Вот это, Уже- по-моему, уже по-моему, всё, уже да? Ну, готово. Ага. Да? Думаешь? Да, я почти уверен в этом. Давай ты попробуешь тогда. Это? Ну да, я легко. Аккуратно вот этим. Не, А, я вот- почему-то вот этим хочу. А ну, прижать сверху, да? Ну, нормально? Да, конечно. Переверни-ка вот. Опа! Видишь? О, Ну, видишь, как готово же. Le Classique. Ну, вот этот фильм, который сейчас монтируется на постпродакшене лежит, это история из 3 частей. Вот первый Триптих, фильм, который. да, Мгм. имеет 3 режиссеров, 3 Мгм. операторов и, ну, да, 3 истории. Вот так Три говорится. отдельных, как бы, да, Да, работы. да. Первый режиссер это таксист, это про таксиста Илларион Яковлев. Мгм. Второй фильм Владимир Ванкуев. Мгм. И третий Константин Сыромятников. Молодой парень. Ну, я так, как этот же, да, как продюсер, вот, ну, ищу таланты, молодые самородки. Мгм. Вот, и на него. Соответственно, учусь. продюсер ты. Я продюсер, да. Мгм. То есть продюсер это тот, который все это организовывает, Ну, находит. да, всё да, это да, делает. раз. Вот, давай тут посмотрим. И этот первые 2 фильма, это они, готово. да, они выходили самостоятельно, как короткометражки. Мгм. Участвовали в Казахстане, Мгм. в Киргизии участвовали и Аккуратно. брали этот гран-при. Даже так. Да. Уже чего-то уже достойли. Первый вот фильм Мункуева, он удостоился лучший режиссер и лучший сценарий. М. Да. Фильм Иллариона, он здесь вот Республика кино, здесь проводили фестиваль короткометражного кино. Да, в прошлом году, летом, Да. я помню. И он вот там здесь был. занял лучшего режиссера Мгм. с этим фильмом. Мгм. И потом поехал в Казахстан на фестиваль Байконур и тоже получил лучший фильм. Мгм. Представляешь? И Да. вот такие, ну, такие фильмы, как отдельно, как короткометражки выходили, они сейчас все объединяются. Ну, это такое экспериментальное кино, прикольное. Мгм. Посмотрим, что будет. И третий фильм, он, к сожалению, отдельно не выйдет, потому что фильм, он объединяет эти 2 истории. Мгм. То есть отдельно как... Связующее звено. Да, как короткометражку отдельно сложно будет, ну, нереально выпустить, потому что история как бы там связана с теми, с предыдущими. Витя, я предлагаю вот эти дожарить, да, потому что у нас передача подходит к концу. Помнишь, я говорил, что я задам очень серьезный вопрос? Давай. Вот он сейчас прозвучит. В чем секрет якутского феномена кино? Что произошло, на твой взгляд, как непосредственно участника действия? Почему вдруг резко... Ну, нету одного фактора, несколько Ага. факторов. Потому что... Ключевые. Ключевые, то, что очень много ребят есть, да, которые разбираются в хорошем кино. Ну, мы сидим у себя там долгую зиму, да, дома сидим и смотрим фильмы зарубежные, там, Да. свои, и нехотя все становятся экспертами. То есть, Вот тут там- так надо было, вот. да, типа, на Западе да, там да. меньше смотрят, да, там, потому что на улице отдыхают, там у них развлекухи там побольше, ну, других вещей. Да. Да. А мы сидим дома, да, там, ну, на компьютере, там, на телевизоре смотрим, на ВХС раньше смотрели, да, и поголовно очень много этих, ну, в процентном соотношении экспертов в кино, М. любителей, да, я вот это так думаю. Вот. Мгм. Поэтому вот... И они в один есть, момент да, очень много решили... людей, которые захотели влюблены участвовать. в кино, вот это, Ага. да. Вот. И потом уже с развитием технологии, с доступностью, то есть появились камеры, и скооперировались вот эти ребята в городе уже. Ну, все в ЛУСах сидели раньше, там, эксперты там. Тык-тык-тык-тык. И пазл И- сошелся. Да, кто-то там где-то учился на экономиста, на это, потом как бы страсть к кино победила, и все они встретились, как-то вот много творческих ребят. И, у нас есть еще этот театр Саха. А вот туда надо было. Ну, Сильная, ладно. сильная как бы эта школа актерская, Да, да, которые они тоже, готовчик. Готовченко. не, мне кажется, там чуть-чуть это, Ту сторону, да? Ну тут пошире, чуть-чуть. поплотнее. Ага. Так. вот. И как-то так, и специалистов вот, технических, вот, которые CG, там, монтажеров, вот, с доступностью всего, как бы, вот это все сошлось. М. Да. И у нас есть своя история же еще. То есть раньше главного героя, да, в России там азиата, ну, не было такого. Всегда там что-то вот. Редкая редкость, да. И если какой-то герой, это все равно ну, получается какой-то там, ну, Славянская внешность. славянской внешности, да, там вот главный герой, а наши вот были ну, всегда на вторых
рядах там какой-нибудь глупенький чувак, да, там, ну, что такое было. Какой-то охотник, который А человека тут, убил. да, мы начали свои истории как бы уже записывать, и сценарии такие, да, и народ посмотрел, ничего себе, вот мы тоже красавчики, оказывается. Вот. И в главных ролях вот мы сами, да, со своим языком, со своей культурой, и народ это поддержал. Своим видением, да. Да. Ну, Потому что был же эксперимент, когда вот фильм «Мумутер», «Заблудившийся», выпустили в кинотеатре, сделали, в Москве заказали профессиональный дубляж на русском, да, и вот 50 на 50 вот выпустили русский вариант и якутский вариант. И почти там 90% народ ходил на якутский вариант. Вот. Потому что те, которые ну, на русском как бы общаются, да, культура, они все это в интернете и так полным-полно всего этого. И телевидение все как бы, да, снимается. А это вот, прежде всего, это интересно нам самим. Ну, именно культуре, именно Да. сущности, скажем так, да? Да, мы увидели себя как бы в своей истории. Ну что ж, Витя, спасибо тебе большое. Ну, дожарить надо это все. Да, ну, я думаю, мы это сделаем за кадром. Ну, если мы будем жарить, ну, это никуда уже не влезет, да. А можешь так кусочек взять, да, так вот с соусом и сказать? Да, нет, а Офигенно, мы... можешь сказать это? Да, нет, сейчас подожди-ка. Мы, Соус возьми, соус. мы обязательно будем пробовать это. Да. Ты тоже возьми, пробуй. Прелесть этой передачи состоит-то как раз в том, чтобы обязательно Мне хорошо же, когда кто-то там вот вот так. попробует, да. Ну, что как? Соль как? Все ровно вообще. Да? Молодец. Да. Спасибо тебе большое. А сам что не пробуешь? Чувствую. Сам что не пробуешь? После тебя. Вот так вот. С хрустяшкой еще получилось. А? Ну, это такое полуправильное питание. Нет, по мне это вообще классно. Да. Я на завтрак такое кушал бы. А можно я передам, может, это в интернете же выйдет это, да? Да, в Ютубе все выйдет. Ну, Васе Благодар, моему другу, и маме Васи. А, Привет. вот это. Да, Ага. если они увидят. Васе Благодар ему. зовут. Эфирное время у нас не резиновое. Да. Мы это потихоньку заканчиваем. Спасибо тебе большое. И традиция, как обычно, у нас есть, пожалуйста, вот на камеру пожелания нашим телезрителям в конце. Желаю вам не унывать в наше непростое время, держаться и как-то пытаться в мелочах найти прекрасное. И работать, развиваться. А я еще раз скажу, у нас в гостях был Виктор Лифу, основатель творческой студии «Среда». А я Петр Цепандин. Программа «Просто вкусно». На этом потихоньку с вами прощаемся. Будьте здоровы, друзья. Мирного неба над головой. А мы что? Мы наслаждаемся едой. Обязательно мы это все до конца дожарим. Выйдем за эфир. Ну и все обязательно сидим. Тем более передача будет выходить вечером. А это у нас обед. Да. И я специально выбрал простые ингредиенты, да, чтобы вот, ну, люди могли. А то бывает же, смотришь, да, там что-то вот гусь, там что-то лось, там что-то такое, да. Авокадо. Да. Да, там непонятные ингредиенты. А тут вы вот можете вот выйти в магазин, купить, сделать. Так что давайте, как посмотрите. Ой. Попробуйте сами, очень вкусно. Просто вкусно.